А с вами, как всегда, Влада Матвеева и Карина Григорьева, ведущие программы «Достояние». Друзья, в нашей передаче мы знакомим вас с деятелями, творческими и интересными людьми нашего города. Итак, сегодняшний гость нашей программы – главный врач Канашского межтерриториального медицинского центра Рената Николаевна Федорова. Здравствуйте, Рената Николаевна. Свою передачу мы обычно начинаем с вопроса о том, где вы родились, учились, какова была ваша первая детская мечта. Добрый день. Я родилась и выросла в Канашском районе, в деревне Нижняя Дивлезерово. Училась и закончила среднекипеческую среднюю школу. Детская моя мечта, она, наверное, где-то еще и остается быть учительницей. Я всегда играла в разные игры, где была учительницей. Учительница родного языка, чувашского языка, Елена Кирилловна, всегда думала, что я стану учительницей. И мы с ней очень долго общались, многие вопросы решали. И когда уже потом, в 9 классе, я решила стать врачом, я поменяла свое решение и подумала, что я буду врачом именно детским, поскольку я действительно очень любила детей. Я думаю, если мама детский врач, то дети никогда не должны болеть. Как это происходит в вашей семье? В нашей семье, как в обыкновенной семье, дети такие же, и болеют они детскими заболеваниями. И я, как врач-педиатр, используя свои знания, я их лечила, закаливала и старалась, чтобы они часто не болели. Профилактика – это, наверное, то занятие, которым должен заниматься каждый человек. Закаляться, дышать свежим воздухом. Часто ли вам удается выехать с семьей на природу? И где вы любите бывать? Вы очень правильный вопрос задали, поскольку сегодня медицина профилактическая. Именно здоровый образ жизни, он сегодня самая основная, наверное, основа из всех в проблеме сохранения здоровья. То есть здоровым образом жизни может заниматься любой человек. И этот любой человек, он должен ценить свое здоровье. Если он будет заниматься физкультурой, прогулки на свежем воздухе, соблюдать режим дня, и здоровье, оно в наших руках. Все наши мероприятия, они должны идти на то, чтобы здоровье было крепче, и мы меньше болели. А в отношении того, как я занимаюсь здоровым образом жизни, времени, конечно, чуть-чуть не хватает, но мы уже 5-й год выкраиваем время для того, чтобы заниматься скандинавской ходьбой. И в ходьбе у нас участвуют все члены семьи, дети, конечно, пореже, но с супругом мы активно вовлекаемся в процесс скандинавской ходьбы. Рената Николаевна, мы знаем, что вы много лет проработали в Канашской районной больнице. Расскажите, каким был ваш путь к должности главного врача? Я назначена была главным врачом в 1997 году, и я была главным врачом Канашского врачебно-физкультурного диспансера. Далее, в 2001 году меня назначили главным врачом станции переливания крови, а только в 2007 году была переведена на должность главного врача в Канашскую центральную районную больницу. И поэтому становилась я в этой должности только именно в городе Канаш. И были мои наставники, главные врачи города Канаш. А именно кто? Это Владимир Борисович Павлов, главный врач Канашской городской больницы. Шакин Валерий Павлович, главный врач Канашской городской детской больницы. Галина Ивановна Кудрявцева, главный врач Канашского кожно-венерологического диспансера. Васильев Константин Николаевич,
главный врач Канашской стоматологической поликлиники. Дмитриев Николай Александрович, главный врач узловой больницы. То есть в городе Канаш было несколько главных врачей, у которых действительно можно было многому научиться. И я сегодня с уверенностью могу сказать, что они мои наставники. Сегодня вы главный врач огромного медицинского центра. У вас и вашего коллектива масса достижений. Центр ежедневно меняет свой облик. Каким он станет? Канашский межтерриториальный центр является сегодня действительно многопрофильной больницей. И любое направление, если взять, начиная с детской поликлиники, заканчивая родильным отделением, любое структурное подразделение у нас много совершенствуется. Многие высокие технологии сегодня они проводятся в республиканских клиниках. И я надеюсь, что с помощью новых технологий многие усовершенствованные, наверное, методы оказания медицинской помощи будут оказываться в нашем межрайонном центре. Мы сегодня проектируем совершенствованный, наверное, приемно-диагностический блок. Это наша мечта. Сегодня проводятся только проектные работы. Мы очень надеемся, что наш проект, он внедрится, и для нашего центра многопрофильной больницы будет современное приемно-диагностическое отделение. Сегодня очень много направлений именно в амбулаторно-поликлиническом звене. И я надеюсь, что доступная шаговая медицинская помощь, она будет действительно и сегодня, и в будущем доступна для горожан. А кто ваши главные помощники? Специальность главного врача имеет свою квалификацию. Это организация здравоохранения и общественное здоровье. Для того, чтобы я выполняла функцию по организации здравоохранения, мне, конечно, помогают мои заместители. Но помогает весь коллектив, начиная с себя, заместителей, врачей, заведующих, до любого персонала в нашей больнице. А касаясь второй половины моей специальности общественное здоровье, то это наши пациенты, это вы, ваши родители, все жители, которые обращаются в нашу больницу за оказанием медицинской помощи. А еще вы являетесь депутатом. Сложно ли совмещать общественную работу с основной? Я уже ранее говорила, что моя специальность – это организация здравоохранения и общественное здоровье. И поэтому я не представляю свою работу без общества. И общаясь с людьми, выясняя проблемы, как депутат, я должна решать их. Но если не получается, я должна стараться решить эти вопросы. И я думаю, что врачи обязательно должны работать и вести активную работу в обществе. Ну, на сегодня вот посмотрите, как же я могу довести до людей про какое-то заболевание. То есть, информируя население о факторах риска, мы можем предупредить развитие каких-то заболеваний. И информационная работа без общества, она не бывает. И я сегодня считаю, что общественная работа, она очень актуальная для любого врача, для любой медицинской сестры, для медицинских работников. Очень много достигнуто за эти годы. Расскажите, что у вас получилось лучше всего? Я сегодня тружусь. И любое достижение в любой отрасли – это работа коллектива. Как развивается сегодня наша медицина, какие достижения в ней есть, я думаю, что мое участие в решении этого вопроса есть маленькая частичка. И, наверное, я
не считаю сегодня достижением то, что я являюсь, например, главным врачом. Так было выбрано, сделано. И я, как обыкновенный человек, который выбрал эту профессию, должна ее выполнять так, чтобы не было стыдно ни мне, ни моим детям, ни моим близким. Рената Николаевна, нашим героям мы задаем вопрос будущего. Какой медицина будет через 20 лет? Загадывать в будущее, что будет с медициной в 20 лет, через 20 лет, я, наверное, и не стану. Я просто очень хочу, чтобы медицина, она действительно была квалифицированная, она всегда совершенствовалась. И в медицине работали именно те люди, которые пришли сюда не случайно, которые любят эту профессию, которые любят очень учиться, которые будут заниматься всем тем любимым делом для того, чтобы медицина, она была в помощь нашим людям для того, чтобы средняя продолжительность жизни росла, чтобы люди и здравствовали, чтобы поменьше было заболеваний таких, которых тяжеловато иногда вылечивать, чтобы было больше людей, которые ценили свое здоровье. И именно когда каждый человек свое здоровье будет ценить, нам будет легче в этой медицине работать. И я хочу пожелать, конечно, всем здоровья. Берегите свое здоровье. Рената Николаевна, спасибо вам большое за интересную беседу. Желаю вам достижения всех намеченных планов. Успехов и удачи в каждом новом начинании. Спасибо вам. Вам успехов в вашем начинании. Дорогие телезрители, наша передача подошла к концу. Встреча с Ренатой Николаевной была очень интересной и познавательной. Теперь мы знаем о мерах профилактики тех или иных заболеваний. Есть в медицине наш доктор славный, как президент, ведет страну вперед. Это ведущий врач. Он самый главный, наш главный. Так зовет его народ. Этими строками мы заканчиваем нашу передачу. Ну а мы с вами не прощаемся, а всего лишь говорим до новых встреч.